Всех приветствую на своем канале Астарте Сантьятара. Перепутала. Сегодня мы с вами будем делать расклад на тему «Страдает, скучает ли он по мне, что думает обо мне и его чувства ко мне сегодня и перспективы развития наших отношений». И смотрите, я уже выложила на эту недельку раскладики на игральных для дам и для королей и его мысли, чувства, действия, планы на недельку с 18 по 24 ноября. Пожалуйста, обратите внимание. Что еще? В этом раскладе я хочу сделать градацию. Первый вариант будет для тех, у кого отношения только начинаются, начало отношений. Второй вариант, у которых отношения уже длительные, стабильные. И третий вариант для тех, у кого отношения в разрыве, на расстоянии, в общем, на какой-то большой дистанции или, как многие говорят, в глухой паузе. Смотрите, но градацию, конечно, я не навязываю. Вы выбираете свой вариант сами, интуитивно, прислушиваясь только лишь к себе и к своей интуиции. Но если кому-то интересно, можете и обратить внимание, конечно, на мою градацию. Либо посмотреть и тот вариант, к которому у вас тянет, и, конечно, обратить внимание на мою градацию, послушать тот вариант еще, и к тому же для разных стадий отношений. Итак, выбирайте свой вариант и, как говорится, в добрый путь. Я перехожу к первому варианту. Так, первый вариант трактуем для вас. И страдает ли он, скучает ли он по вам? Карта кольцо, звезды, змея и метафорическая карта. Ну что, здесь я бы сказала однозначно, да, человек скучает, человек страдает, причем, скорее всего, во-первых, так как я градировала, да, сейчас я расскажу, трактую для тех, кто только отношения, у кого только зарождает. Смотрите, да, человек скучает, человек страдает, человек страстно хочет с вами видеться, с вами общаться побольше, погуще, пожирнее, понимает, что пока он этого добиться не может, потому что вы еще не так близки, да, между вами есть некое такое расстояние, но он этого очень и очень хочет. И я бы сказала, знаете, себя постоянно дергивает, останавливает, чтобы, знаете, лишний раз вам не написать, лишний раз вам не позвонить. Возможно, здесь еще есть и неуверенность, конечно же, потому что вы еще близко друг друга не знаете, он боится быть навязчивым, боится, что он вам не так нужен, не так важен. Поэтому он этим самым, да, тем, что он держит себя в руках, держит себя в некой такой клетке, да, в ограничениях, он себе же и как бы причиняет боль сам, вот как показано у нас на метафорической карте. Что он думает о вас? Туча, медведь, якорь. И сейчас метафорические карты попозже положу, чтобы не закрывать Ленорман, да. Вот он до конца вас, конечно, не понимает. Смотрите, тучи, да, но видит вас сильной, видит вас красивой, видит вас такой вот уверенной в себе барышней, которая так уверенно стоит на ногах, она самодостаточна, она умна, она прекрасна. Ее, знаете, она такая вот ну вот хочется сказать самоуверенная, но нет, тут больше вот он видит в вас силу духа, характер, ум, вот видит, что вы по жизни идете уверенно, что вы в некоторых вопросах, видимо, еще и непоколебимы, и он
знаете, вот так как он на вас еще не так хорошо знает, да, видит только вашу пока сильную сторону. А да, я думаю, слабую сторону вы ему пока и не показываете. И вот эта ваша сильная сторона, она может, смотрите, его и отталкивать, она может его пугать. Потому что тучи, да, на него как надвигаются, он не понимает пока вас до конца и видит вашу только сильную сторону. И это прям может его отталкивать. Потому что, как вы понимаете, у многих мужчин сильные женщины, уверенные женщины, да, те, кто декларирует себя вот настолько самодостаточные, самоуверенные, что мужчинам кажется, что да, такой барышне не нужен, в принципе, рядом мужчина, вот это может его отталкивать. И смотрите метафорические карты, да, о его мыслях о вас. Он хочет с вами общаться, хочет быть с вами на равных, хочет быть с вами вот партнерами. И в то же время, во-первых, он чувствует себя как в ловушке, да, потому что такое ощущение, что он до вас еще не дорос, что он до вас еще не созрел, он чувствует себя неуверенно. И в то же время, как я уже и говорила, смотрите, даже метафорические карты у нас показывают вас как воительницу, как сильную женщину, как уверенную в себе женщину, такую прям на коне. Это были его мысли, чувства. Смотрите, карта сигнификатор мужчина, гроб и крест. И метафорические карты, конечно, еще есть. Тоже положу их попозже. Итак, чувства к вам. Вот они претерпевают, конечно, трансформацию. И здесь пока он находится как на перепутье, пока он не понимает до конца, что же у него на сердце, что же у него в душе по отношению к вам, потому что отношения только зарождаются. И здесь, конечно, происходит с мужчиной трансформация. И трансформация такая для него, знаете, я бы сказала, что не сильно-то и легкая. Потому что, скорее всего, это случилось с ним неожиданно. Он даже такого, грубо говоря, да, подвоха в кавычках и не ожидал. Но случилось то, что случилось, и теперь ему нужно это как-то принять, с этим как-то жить, да, с этими чувствами, которые на него нахлынули. И он воспринимает данную ситуацию, как вот она ему дана свыше. Вот Вселенная ему подбросила такое испытание. И он пытается сейчас с ним справиться, его пережить и преодолеть те трансформации, да, пережить те трансформации, изменения, которые с ним происходят, которые он не ожидал и которые происходят достаточно болезненно. И вот смотрите, метафорические карты нам подтверждают. Ленорман, ему приходится, знаете, в чувствах приходится, во-первых, он одевает маски, да, он не показывает себя до конца вам, он с вами не до конца откровенен, он за вами постоянно наблюдает, так же, как и вы за ним. И вот та трансформация, которую мы видим по карте гроб и крест, да, даже вот здесь в метафорических картах, посмотрите, как показано. Она здесь показана болью и страданиями. Да, то есть человек для мужчины, то, что сейчас происходит, это так в новинку. Его сердечко, его душа, она вообще такого не ожидала, она вообще такого никогда даже и не испытывала. Я бы даже так сказала, что здесь такая трансформация, так его всего корежит, так его всего вот прям ломает, что ну, вот это для него в новинку. Так в новинку, что он, бедно, весь измучился. И в то же время он понимает, что его к вам тянет, и он не может уже без вас. И этим самым это осознание, да, понимание в своей голове, он пытается себя как-то вот остановить, как-то себя удержать, и этим самым он себе и причиняет боль. И вот эта боль пока у него здесь, видимо, так и отражается. Но вам он, конечно, здесь не показывает то, что происходит сейчас с ним в его душе, на его сердце. И это были чувства, да, перспектива развития отношений.
А вот смотрите, дамы, тут развитие отношений зависит от вас во многом. Даже я бы сказала, вот прям почти во всем. Потому что если вы сделаете шаг ему навстречу, если вы что-то предложите, вот ваш сигнификатор, да, выпал, то тогда вот эти страхи и неуверенность, да, они у него уйдут, и он начнет как-то уже раскрываться к вам, как-то вот более доверительно, что ли. Как-то у него эта трансформация начнет происходить в более такой мягкой, более лояльной форме. Вот тут вам нужно изучить вопрос, а нужно ли вам это в первую очередь? Вот тут от вас зависит. Если вы решите, да, вы поймете для себя, придет осознание того, что нет, это все-таки не мое, то значит тут и развития дальше не будет. Тут все зависит от вас, дорогие. И вот метафорическая колода, что нам показывает, смотрите, что если вы все-таки осмелитесь, протянете ему руку помощи, да, дадите ему понять, что вы не против отношений, что вы тоже заинтересованы, то отношения будут развиваться. По крайней мере, на данный момент, потому что он ждет от вас тоже ответа, вот отзеркаливания. Он вроде как делает к вам шаг навстречу, да, вам декларирует вам, что вы ему нужны, и ждет от вас такого же ответа, что вы все-таки хотя бы немного, но испытываете те же трансформации, те же чувства, да, что и мужчина. Здесь не видно, я не могу сказать по этим картам, что он прям, о боже, как он влюблен, прям человек уже ничего не соображает, у него в глазах только вы, в сердце только вы, вот люблю, 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 как говорится, крыша едет, дом стоит. Нет. Тут происходит такая какая-то глубинная трансформация. И если вы ответите на эту трансформацию тем же, то и он будет знать, что он на правильном пути, он будет делать к вам шаги. Вот нужно отзеркалить его желание, его намерение по отношению к вам. Вам нужно ему тоже показать, что он не безразличен, что он вам интересен. И вот сейчас, если вот у вас, дамы, тоже не все было так просто, не все было так гладко, и вы тоже боитесь, да, сделать шаг навстречу, но, как говорится, нужно страх ставить перед собой и идти вперед. Не бойтесь, делайте шаг. Вот вы закрываетесь от него, отворачиваетесь, да. Тут у вас кольцо, ваш сигнификатор и карта книга. Вот тут, как я и говорю, вы закрываетесь, но дайте себе шанс сами себе, мысленно дайте себе шанс на лучшее будущее, возможное на счастье и на развитие вашей жизни в русле отношений, в русле семьи, да, дальше. Я не говорю по этим картам, что тут не видно такого, да, и мы не смотрим так надолго. Какой-то срок мы, конечно, хотя про сроки я и не говорила, но я и не говорю, что здесь это отношение на всю жизнь. Нет. Вот на данный момент, что у вас происходит с данным загаданным мужчиной, да, перспектива отношений, она возможна, она есть, но все зависит от вас, дорогие. Если вы сделаете шаг навстречу, если вы дадите себе шанс, да, не будете вот так отворачиваться и закрываться, то все возможно. Это был первый вариант. Я желаю вам, конечно, любви, гармонии, счастья, здоровья. Всех благодарю, что были со мной, смотрите мой канал. Я надеюсь, что моя работа вам помогает искренне. Надеюсь на это. Всех благодарю, что были со мной еще раз. Сердечно. Если видео понравилось, пожалуйста, ставьте лайк, пишите комментарии и, конечно, подписывайтесь на канал. Мне это будет очень приятно. Я с вами прощаюсь и перехожу к второму варианту. Итак, второй вариант и градация. Смотрим здесь для тех, у кого довольно-таки длительные, уже стабильные отношения. И скучает, и страдает ли мужчина по вам. Ребенок, дерево, змея. Да, здесь, конечно, мужчина к вам
уже настолько привык, мужчина к вам уже с вами уже настолько заикарился, укоренился, да, мужчине с вами легко, мужчине с вами комфортно, мужчина к вам уже вот прикипел всей душой и всем сердцем. И скучает или страдает, да, конечно. И вот еще метафорическая карта. Вот выпала здесь прекрасная такая певица. Он такой вас и видит, самодостаточной, красивой, сексуальной, такой творческой личностью. И да, конечно, он и страдает, и скучает вам. И здесь, конечно, есть физическое влечение, такое сексуальное влечение, и его мысли о вас. Корабль Кливер и карта Медведь. Ну, конечно, он видит в вас личность сильную, личность уверенную, личность достаточно целеустремленную, личность удачливую, такую творческую личность, своего партнера и соратника, человека, с которым он двигается в ногу, идет по жизни, развивается, растет, человека, с которым можно и в огонь, и в воду, как говорится, и на войну вместе пойти будет не страшно. Вы для него, вот знаете, я бы сказала, он в вашем лице видит свою удачу и свое счастье, свою силу. Возможно, вы для него еще источник какой-то энергии, которая дает ему силу и желание двигаться дальше и расти, развиваться. Метафорические карты, смотрите, его мысли о вас. Конечно, легкие мысли, он к вам привык, вы уже давно вместе, вы уже семья. А если у вас есть детки, конечно, через еще призму детей. Он видит вас. В то же время, смотрите, вот метафорические карты нам здесь показывают небольшой такой у него от вас, не могу сказать, что секретик, но просто этот мужчина от вас немного еще и закрывается. Немного, видимо, он просто вас ограждает от каких-то трудностей, каких-то его переживаний, чтобы вы не переживали, чтобы вы были спокойны, чтобы ваша жизнь была комфортной, гармоничной, ни о чем вы не задумывались. Вот так, скорее всего, он проявляет свою заботу о вас, потому что, смотрите, вот эта карта и вот эта карта нам говорит о том, что мужчина чуть-чуть от вас, конечно, отворачивается, закрывается и не показывает свои переживания, ну вот, либо на 100%, либо не всегда он рассказывает, например, о том, что он устал, или там о том, что его волнует, беспокоит и так далее. Чувства к вам сегодня. Сад, карта мужчина и букет, и метафорические карты. Вот метафорические карты здесь выпали у нас довольно такие нелегкие. Давайте начнем с Ленорман. Чувства открытые. Он к вам расположен, он вам доверяет. Он видит в вас друга, соратника. Но смотрите, карта сад. В этой колоде Ленорман тут лабиринт. И он здесь, знаете, немного как потерялся и ищет выход из сложившейся ситуации. И вот в чувствах у него это отражается. Вот тут смотрите, да, в мыслях, как я уже и говорила, тут он что-то вам не рассказывает, тут что-то он вам не показывает, как-то вас ограждает, да. И в чувствах это переходит в то, что мужчина просто немного потерялся, запутался, но к вам, по отношению к вам, он расположен довольно позитивно, ну вот, с неким таким теплом. Смотрите, и метафорические карты. Вот сейчас вы поймете, почему здесь не видно большой-большой любви. Потому что мужчина устал. Потому что мужчина чувствует себя одиноким и покинутым. Потому что какие-то его надежды, какие-то его планы, они не реализовались, не свершились. И это, знаете, забирает его энергию, его
нервы настолько оголены, его переживания настолько оголены, что вот он прячется и даже от вас прячется. Но здесь, мне кажется, он прячется, да, судя по картам, не потому что вы не можете его поддержать. Во-первых, он еще пока не готов просто-напросто с вами делиться, да, тем, что наболело и накипело. Все-таки это мужчины, они в первую очередь, когда у них что-то происходит, они уходят в себя. Вот сейчас у вашего мужчины такой момент, когда он уходит в себя, когда он прячется и пытается найти выход, пытается все это переварить сам на сам, один на один. Как говорится, face to face со своими страхами. Вот сейчас такой период, и просто вам нужно переждать, переварить вот этот лабиринт, дать ему возможность справиться с тем, что он запутался, потерялся, да, самому, потому что нет у него сейчас ни ресурса, ни сил с вами делиться и принимать, например, ваше сочувствие или вашу, грубо говоря, жалость, да, но жалость, она же бывает разная. Можно пожалеть и с любовью так приголубить, успокоить там и сказать, что все будет хорошо, а можно так пожалеть, что еще хуже станет и вообще все силы уйдут. И перспектива развития отношений. Трансформация это пройдет, смотрите, да. Мне кажется, наступит излечение, как говорится, пациент выздоровеет и придет в себя и получит больничный лист и отправит его заново работать. Вот так и здесь. И Полинорман, да, вот у змея, гроб, якорь. Все пройдет, трансформация вся эта уйдет, которую мы наблюдаем. И мужчина начнет приходить в себя немного, как говорится, очухается. И вот смотрите, нам и метафорические карты тут выпали прекраснейшие. Нам говорят о том, что все-таки отношения будут развиваться, что он найдет в себе силы, видимо, с вами поделиться своими переживаниями, получит от вас какую-то заботу, поддержку, ласку, любовь. Это даст ему силу, это его окрылит, и он придет в себя, поймет, что вы рядом, что вы вместе, несмотря ни на что вы всегда разделите его горести и печали, и его какие-то успехи и счастье, да, довольство собой, что вы и то можете разделить, и это можете разделить, и вы всегда будете рядом. Вы всегда поможете и поддержите. Отношения выйдут уже на новый этап, когда вы будете вместе, когда вы будете друг друга поддерживать, окрылять друг друга, заботиться друг о друге. В общем, будете вместе как пара, как партнер. Это был вариант номер 2, дорогие. Я желаю вам всего самого наилучшего. Будьте любимы, будьте счастливы, будьте здоровы. Берегите себя и своих близких. Всех благодарю, всем спасибо, что были со мной, что смотрите мои видео. Неустанно повторяю, что я надеюсь сердечно, что я вам помогаю, что мои видео вам помогают, приносят какую-то пользу. И, пожалуйста, если видео мои нравится, ставьте лайки, пишите комментарии. И, конечно, подписывайтесь на мой канал. Мне это очень и очень и очень приятно. Я с вами прощаюсь и перехожу к варианту номер 3. Так, третий вариант трактуем для вас. И скучает, страдает ли мужчина по вам. Это для всех тех, у кого разрыв или отношения в глубокой паузе, в ссоре, в общем, на каком-либо расстоянии. И скучает ли мужчина по вам? Ключ, дерево, змея и прекраснейшая метафорическая карта. Да, здесь однозначно мужчина по вам скучает, мужчина по вам тоскует, ему одиноко, ему больно, потому что здесь есть чувство, здесь есть любовь, здесь есть страсть. Посмотрите, какая прекрасная карта. Здесь, конечно, мужчина по вам тоскует и скучает. И его мысли о вас. Опять же, карта ключ, луна и сердце. Посмотрите, в мыслях, да, у него к вам любовь, в мыслях он хочет быть с вами, в мыслях он ищет ключик, как бы решить эту проблему, да, как бы быть с вами вместе, как бы снова быть с вами вместе, заслужить ваше внимание, ваше доверие, но пока он не находит, к сожалению, выхода, потому что, смотрите, Луна, хоть мы здесь видим, да, здесь это прекрасная, красивейшая карта, да,
Но вот мужчина здесь больше страдает и думает о любви к вам, о сердце к вам, потому что, смотрите, дальше метафорические карты. Он о вас мечтает, он о вас думает, он о вас вспоминает, и он пытается найти выход из сложившейся ситуации, из этого кризиса, в котором вы сейчас находитесь. Но ему больно, ему одиноко, и он понимает, что все это не так просто, уже не так просто заслужить ваше доверие, уже не так просто быть с вами, уже просто вот не придешь, не скажешь: извини, дорогая, я был неправ. Нет, тут нужно что-то уже более серьезное. Тут должен уже включиться у мужчины, знаете, синдром рыцаря, без страха и упрека, готового на все, и луну с неба, и звезду с неба к вашим ногам, к вашему порогу. И он это прекрасно понимает, но пока он этого сделать не может. Смотрите, вот здесь вот мужчина прям в мыслях, он страдает. И тут сердце выпало, да, тут сердце в Ленорман. Оно нам говорит о любви, о большой любви, о гармоничной любви. Но здесь же мы рассматриваем, да, для тех, кто в разрыве, и мы еще и метафорическая карта у нас такая болезненная здесь выпала. Здесь и делаю я вывод, что мужчина, конечно, страдальчески страдает, но выхода пока найти не может и мечтает о вас. Из своей головы вас никуда он не может деть, он вас не выпускает. Чувство к вам, якорь, карта бланка, да, девушки, женщины, и карта гроб. Чувства, они есть. Они не могут не есть, как говорится, да, они уже заикарились. В чувствах сердца он содержит вас, но здесь трансформация, здесь боль. И здесь, я бы сказала, знаете, по гробу потеря. Он понимает в чувствах и в мыслях, что он упустил, что он потерял, что вот вы в его сердце так заикарились, так уже пустили корни, но понимает, что, конечно, да, накосячил, где-то он вас обидел, и причем обидел сильно, и пока он не видит выхода, но на сердце он вас содержит. И смотрите метафорические карты, какие у нас тоже здесь прекраснейшие. Чувство к вам, он боится, да, он весь истрадался, он себя корит за то, что произошло. Он понимает, что в каких-то моментах он был неправ, и, может быть, он вас обидел, он вам причинил боль, и он за это себя же и ругает, себя корит, себе причиняет боль, занимается самобичеванием, самоистязанием. И он уже настолько измучился, посмотрите, вот девушка идет, да, ей одиноко, ей больно, она раздетая, она вся в крови, она вся в ранах, вот так и он. В чувствах сердца у него прям, я бы сказала, прям кровит. Он страдает, и он понимает, что он потерял, и прошлого уже не воротишь, к сожалению. И как будут развиваться ваши отношения? А вот тут уже более интересно, мои дорогие. Лилия, метла, всадник. Вот по Ленорман я бы сказала, что все-таки он найдет некий выход, он придет к вашему порогу с некими дарами, он начнет сыпать комплиментами, подарками, какими-то приглашениями, где-то даже по метле, я бы сказала, знаете, какие-то даже разборки у вас будут, переговоры, выяснение отношений. И он будет прям настаивать на том, чтобы все-таки разрешить эту проблему, этот Гордиев узел разрубить, и чтобы отношения либо заново начались, либо перешли в хоть какую-либо другую стадию, но вот ушли от глубокого, глухого расстояния, расставания, когда вы не видитесь, не общаетесь и вообще уже вот, декларируете друг другу, что вы чужие люди. И метафорические карты, смотрите, какие прекрасные. Вот здесь я бы сказала, что вы закопаете топор войны, да, вы найдете в себе силы, найдете в себе энергию для того, чтобы
пойти навстречу друг другу для того, чтобы хотя бы начать вести переговоры, как-то обсуждать, найти какой-то компромисс. И все это вот какой-то некий новый этап, да, который может случиться, он понесется галопом, вы даже толком не будете осознавать, что же происходит и как вообще получилось так, что мы пришли к общему знаменателю. Тут по картам не видно, к примеру, что вы вместе, что вы снова вместе, да, что вы пришли к выводу, что все разногласия ушли, вы их преодолели. Нет, тут идет намек на то, что просто начнется диалог между вами, вы начнете хотя бы уже обсуждать и пытаться прийти к общему знаменателю. Вот такие есть перспективы в ваших отношениях. Но опять же, карта это не истина в первой инстанции. Они нам только подсказывают, выбор делаем мы сами, мои дорогие. Это был третий вариант. И, конечно, я вам желаю любви, гармонии. Любите себя, берегите себя, живите полной жизнью. И, конечно, я желаю вам любви, гармонии, благополучия, процветания и счастья. Всех благодарю, что были со мной, что смотрите мой канал. Сердечно рада вам всем новым людям, гостям, да, кто смотрит мое видео, тем, кто уже подписался на мой канал. Всем большое мое благодарю, сердечное. И я со всеми вами прощаюсь. Пожалуйста, если видео понравилось, ставьте лайк, пишите комментарии и, конечно, подписывайтесь на канал. Мне диалог с вами, общение с вами очень и очень приятно, мои дорогие. Всем пока!